На прошедшей неделе продолжилась реконструкция Сурского оборонительного рубежа. На помощь краеведам и ребятам из 3-й школы, которые с 2013 года ведут работы по его восстановлению, снова приехали пограничники Республиканской общественной организации «Пограничное братство». Воскресным утром организаторы и участники собрались в сквере Победы, где председатель Шумилинского отделения пограничников Виталий Зиков открыл митинг. С напутствием выступила заместитель главы администрации по вопросам социальной политики Лариса Осипова. На месте руководитель работ по реконструкции краевед Анатолий Паендаев представил фронт работ. Энтузиастов посетил глава администрации города Александр Зиновьев. Он ознакомился с планом работ и пообещал помощь и содействие. Посильную помощь в этот раз оказали краеведы, ветераны труда Николай Дер, Алексей Лосев и Галина Васильева Лосева. Галина Сергеевна за обедом рассказала историю об Ане Сергеевне Лосевой из деревни Верхняя Кумашка, которая в свои 14 лет в 40-градусные морозы зимой 41 года участвовала в строительстве Сурского рубежа. Свою помощь, как и в мае этого года, предложили ветераны пограничной службы Шумилинского, Комсомольского и Батыревского районов во главе с председателем правления Республиканской общественной организации «Пограничное братство» Анатолием Мишорниковым. Пограничники привезли на объект пиломатериалы и бревна и занимались строительными работами по восстановлению землянки и дзота. А ребята из 3-й школы помогли им перетащить пиломатериалы, а затем продолжили земляные работы. В результате осеннего этапа реконструированная землянка, дзот и стрелковые ячейки. К 75-летию строительства Сурского рубежа к октябрю следующего года на месте участка реконструкции планируется открыть один из разделов музея 3-й школы. Благодаря музею под открытым небом приоткроется еще одна из интересных страниц истории Шумилинского края.